В начале 1600-х годов итальянский астроном и математик Галилей оказался в щекотливом положении. От щедрости сильных мира сего зависело, сможет ли он вести научные исследования, а значит, как и все ученые Возрождения, иногда дарить свои изобретения и открытия наиболее могущественным покровителям. Однажды, например, он преподнес изобретенный им военный компас герцогу Гонзаго. Затем он посвятил книгу, объясняющую действие этого прибора, дому Медичи. С одной стороны, правителям было лестно, с другой, с их помощью Галилей смог найти больше учеников. Вне зависимости от значимости открытия, покровители обычно награждали ученого подарками. Платить наличными было не принято. Разумеется, жить приходилось в постоянной неуверенности, и Галилей решил искать более легкие пути. Новую стратегию он применил в 1610 году, когда открыл спутники Юпитера. Вместо того, чтобы разделить открытие между своими покровителями, подарить одному телескоп, которым пользовался, посвятить другому книгу и так далее, как делал прежде, он решил сфокусировать усилия на Медичи. Медичи были избраны им по одной причине. Вскоре после того, как в 1540 году Козимо I основал династию Медичи, он выбрал Юпитера, самого могущественного из богов, символом дома Медичи, символом власти, которая простиралась выше политики и денег, власти, восходящей к Древнему Риму и его божествам. Галилей представил открытие им спутников Юпитера как событие космического масштаба, воспевающее величие Медичи. Вскоре после открытия он объявил, что яркие звезды, спутники Юпитера, объявились в небесах перед его телескопом в момент коронации Козимо II. Он заявил, что количество лун, 4, совпадает с числом членов дома Медичи. У Козимо II было 3 брата. И что луны вращаются вокруг Юпитера, как 4 сына обращаются вокруг Козимо I, основателя династии. Это было больше, чем простое совпадение. Это указывало, что само небо отражает восхождение династии Медичи. После того, как он посвятил открытие Медичи, Галилей подготовил эмблему, изображающую Юпитера, сидящего на облаке в окружении 4 звезд, и представил ее Козимо II как символ его связи со звездами. В 1610 году Козимо II официально назначил Галилея придворным философом и математиком на полном жаловании. Для ученого это было жизненно важной удачей. Время, когда он, подобно нищему, выпрашивал подачки, было позади. Толкование. Одним ударом своей новой стратегией Галилей добился большего, чем получил за годы нищенства. Причина проста. Все властимущие хотят блистать более других людей. Им нет дела до науки, эмпирических истин или новейших открытий. Им интересны их имена и слава. Галилей, связав имена Медичи с космическими телами, дал им неизмеримо больше славы, чем ранее, даря им какие-нибудь новые научные приборы или открытия. Ученых не минуют причуды придворной жизни. Они также вынуждены служить господам, которые распоряжаются средствами, и их могучий интеллект может заставить покровителя почувствовать себя уязвленным, будто он нужен только для своевременной оплаты работы. Неприятная, неблагодарная роль. Постановщик великого дела хочет ощущать себя не просто поставщиком материальных средств. Он желает выглядеть творческой и яркой личностью, казаться более важным, чем та работа, которая выполнена в его честь. Вместо чувства неуверенности вы должны дать им славу. Своим открытием Галилей не бросил вызов интеллектуальным способностям Медичи, не заставил их испытать унижение. Буквально сопоставив их с небесными светилами, он помог им великолепно воссиять среди дворов Италии. Он не затмил господина, а помог господину затмить всех других.